Национальные целевые программы, государственные приоритеты и тем более финансовые потоки традиционно обходят ее стороной. И несмотря на это, она отличается поразительной живучестью и продолжает процветать в местах своего скопления. Она – это культура, богатая и вместе с тем бедная. Такое возможно только в России. Дом культуры «Якутия» в поселке Серебряный Бор – это, говоря языком рекламы, 3 в одном. Собственно, Дом культуры со всевозможными кружками и творческими коллективами, Дом детского творчества и библиотека номер 3. Открытая без малого 30 лет назад, она кочевала из общежития в общежитие, почти 10 лет обитала в здании медицинского училища, в общем, сменила 5 разных мест пребывания. А летом 2004 года переехала в Дом культуры, где благополучно живет и по сей день. Просторный читальный зал, отдельное книгохранение, кабинет экологической информации и просвещения, фонд в 27 тысяч экземпляров, почти 2500 постоянных читателей. Такими показателями вряд ли похвастает еще какой-нибудь филиал Нерюнгринской центральной библиотеки. Более 10 лет коллектив, сегодня здесь 3 сотрудника, 2 с высшим образованием, остается верен основному направлению в работе библиотеки. Собранный материал по экологической теме должен помочь читателям научиться любить и беречь природу своего края. А в 2005 году работа библиотека в области экологического просвещения населения была оценена по достоинству на республиканском конкурсе. С 1993 года наша библиотека работает по направлению экология. За эти годы мы пришли к выводу, что экология – это основная тема, и тема такая серьезная, которая волнует не только жителей нашего поселка, но и жителей всего мира. Значит, за эти годы мы поняли, что наши учащиеся старших классов имеют доступ к литературе по экологии только в библиотеке. И поэтому мы приложили все усилия для того, чтобы создать библиотеки, экологический центр. С 2000 года наша библиотека работает по программе «Серебряный Бор» экологического направления. И в 2003 году мы приняли участие в конкурсе в республиканском по смотру библиотек по экологическому образованию. Мы заняли дипломное место, и нам был вручен, значит, сканер и компьютер, чего у нас не было. И после этого, значит, нам разрешили вот на базе библиотеки открыть Центр экологической информации и просвещения. Лицо любого дома культуры – это сцена, а лицо сцены – талантливые люди, благодаря которым компактный и уютный зал практически никогда не пустует. Количество концертных, конкурсных и развлекательных программ, проводимых здесь, достигает 100, а иногда и более в год. Среди наиболее интересных культурных событий поселка Энергетиков – конкурсы «Семья года», «Лучшая мама», «Рыцарский турнир» и, разумеется, народные гуляния «Проводы зимы», в которых участвуют все предприятия Серебряного Бора. При организации мероприятий коллектив творческих работников тесно сотрудничает с 4-й детской музыкальной школой и со средней школой номер 14. Кроме того, администрация поселка и его глава Владимир Малышев традиционно поддерживают все задумки сотрудников Дома культуры. За последние годы коллективу удалось существенно, насколько это возможно при скромном финансировании, конечно, укрепить свою материально-техническую базу. Заработал индивидуальный тепловой пункт, была модернизирована система вентиляции, запущена пожарная система речевого оповещения, закуплена компьютерная техника, новое световое и звуковое оборудование для зрительного и диско-зала. Кроме того, сценический реквизит заметно пополнился новыми костюмами и париками. В Доме культуры «Якутия» постоянно занимаются со своими преподавателями как детские, так и взрослые коллективы. Вокальная группа «Надежда», участники, а вернее участницы которой, ко всему прочему, являются и внештатными распространителями билетов. Танцевальный коллектив «Экспромт», театральный кружок «Лицедей», детская вокальная группа «Поющий ручеек». А вот еще одно хорошее начинание, вернее, подзабытое со времен существования Союза, но заслуживающее внимания традиция – курсы кройки и шитья для детей и взрослых. Правда, название «Я шью сама» может у представителей сильного пола отбить желание стать вторым Юдашкиным или Карденом. А в целом это хорошая замена канувшим в лету урокам труда и домоводства. В нашем Доме культуры работает небольшой, но очень дружный творческий коллектив. Особенно мне бы хотелось отметить нашего балетмейстера Рыжкову Татьяну Михайловну, руководителя танцевального ансамбля «Экспромт», а также режиссера нашего коллектива Ольгу Викторовну Богомазову. Она ведет театральный кружок «Лицедей».
А также у нас есть две вокальные группы. Вокальная группа пенсионеров «Надежда», руководитель Нюхалов Виктор Иванович, и детская вокальная группа «Поющий ручеек», руководитель Назарова Мила Львовна. И, наверное, только в нашем ДК есть курсы кройки и шитья «Я шью сама», руководитель Кушнир Куляша Бергалиевна. Наш коллектив очень дружный и работает с энтузиазмом и с оптимизмом смотрит в будущее.